Нагайка пошла в ход. Тихо, тихо. Нынче о казаках слышно громко. 5 мая их использовали для разгона антиправительственного митинга в Москве. Кто-то даже иронизировал по этому поводу. Мол, в одной из башен Кремля продемонстрировали креатив в подавлении антикремлевской крамолы. Нагайкой херачит, реально! Одним из спонсоров Центрального казачьего войска, члены которого были замечены на акции 5 мая, в 2017 году был Казанский приборный завод. Но казаки представлены и в самом Поволжье. На случай беспорядков при Александре Ткачеве на Кубани созданы казачьи дружины. Около 1000 человек стали следить за охраной правопорядка вместе с правоохранителями. Возрождение самого казачества началось еще в конце 80-х годов на волне перестройки. Власти на казаков всегда обращали пристальное внимание. Практически во всех структурах, занимавшихся госнацполитикой, имелись подразделения по казакам. В структуре Федерального агентства по делам национальностей также имеется такое управление. Казачьи проекты финансируются государством, а их деятельность находится под чутким контролем. На создание системы государственно-общественного партнерства с российским казачеством правительство собирается направить из федерального бюджета 765 миллионов рублей до 2025 года. В результате численность казачьих обществ должна увеличиться со 180 тысяч человек в 2017 году до 206 тысяч человек в 2025 году. При этом государство не готово признавать казаков отдельной этнической группой, хотя среди казаков имеются такие настроения. В администрации президента России как-то сочли признание нелепым. Все равно, что назвать народом рабочих или колхозников, говорили там. Им вторил и главный этнолог страны Валерий Тишков. Он также отказывался признавать казаков отдельным этносом. Зато он предлагал признать отдельную от татарской и башкирской татаро-башкирскую идентичность.